Ассаламу алейкум. Сегодня 6 августа, день знаменательный для всех чеченцев, вне зависимости от того, на какой они сегодня стороне. Какие политические взгляды сегодня у того или иного чеченца, сегодняшний день он размывает все границы, все понятия, все это. Потому что в этом все чеченцы едины. Опять-таки повторяюсь, вне зависимости от того, на какой стороне чеченцы, тот или иной чеченец находится, сегодня все чеченцы солидарны в том, что в августе 1996 года 850 бойцов заблокировали одну из мощнейших армий мира в городе Грозном, заставили требовать со стороны России, чтобы чеченское командование село за стол переговоров. Это событие ушло уже в историю, это исторический факт, и в этом историческом факте все чеченцы, все, невзирая каких-либо они сторон придерживались, солидарны. Как солидарны про Байсангура Биноевского, как солидарны шейх Мансур и другие наши полководцы во время Кавказской войны. Вот то же самое. Это исторический факт. 26 лет тому назад мы, люди, которые пережили это, видели это своими глазами, и наши потомки будут нам даже завидовать, что мы были свидетелями того, что в современной истории империя, которая боится, по сегодняшний день боится мир, была разгромлена, была превращена в труху малой горской народа, воинами из этого народа, и они не просто просили, искали парламентариев, а требовали сесть за стол переговоров и закончить эту войну. Если не ошибаюсь, 22 августа, кажется, было заключено соглашение, мирное соглашение. Я могу ошибаться в датах. Но суть остается прежней. Империя, которая доминировала в воздухе, доминировала в военной технике, спецсредствами, силовыми структурами, проиграла народу, который защищал свою территорию, защищал свой народ. И еще раз повторяю, я каждый раз, когда я проговариваю это, каждый раз я радуюсь этому, потому что в современной истории нет ни одного народа, на мой взгляд, может, я ошибаюсь, но я никого не припомню, чтобы такую империю, то есть войско такой империи, мало горской людей смогли разгромить. Поэтому для меня это такое знаковое событие, и я уверен, что каждый чеченец, который помнит, что такое 6 августа 1996 года, пусть он не может это показать, но в душе он радуется тому, что чеченцы смогли, однозначно. И даст Всевышний нам волю, можем повторить, однозначно. Хруст сломанного хребета военной российской армии по сегодняшний день слышен. Этот хруст по сегодняшний день слышен. 26 лет прошло, но мы до сих пор очень четко, ясно понимаем, что как только мы реально станем едины, как только у нас перестанут быть главными личные амбиции,
Как только мы действительно начнем переживать за свою землю, за свой народ, за своих братьев, что Всевышний нам даст возможность повторить август 96-го года. Августовские события знаменательны не только тем, что смогли сломать хребет военной машине российской армии, Российской Федерации. Знаменательны тем, что чеченский народ, проведя почти двухгодичную войну, увидев, что среди нашего народа есть люди, которые готовы за деньги перейти на сторону России и быть, грубо говоря, их слугами, чеченский народ нашел в себе дух, нашел в себе человечность простить этих людей. Другое дело, что эти люди не воспользовались этим. Другое дело, что эти люди, затаив обиду, подождали, пока в 99-м, 2000-х годах снова вернется Россия и снова начнет творить тот ужас, который она творила в 94-м году. Эти люди станут снова неистовой силой, с неистовой, неимоверной силой будут служить России. Тут речь идет о том, что чеченский народ готов и простил людей, которые совершили ошибку из своей нации. Некоторые задаются вопросом, какая разница между теми чеченцами, которые служили Завгаеву, в Завгаевском правительстве, и теми чеченцами, которые сейчас в кадыровском режиме. Существенно никакой разницы нет. Единственное различие между ними: первые не смогли перешагнуть через чеченскую кровь. Они понимали, что это что-то неприкасаемое. Вторые смогли. Да, но первые завгаевские чеченцы не остались в стороне. Они помогли вторым чеченцам утвердиться. Они помогли вторым чеченцам собрать весь этот режим, называемый кадыровским. Вот. Поэтому в данном случае между ними нет никакой разницы абсолютно. Приведу один пример из моей жизни. Будучи в плену, был такой случай. Судили одного парня, имени называть я его не буду. Я надеюсь, у него все в порядке. Вот, его судили по 208 статье. Там есть несколько пунктов, и самые жесткие пункты — это статья может осудить. То есть человек может сесть в тюрьму на 8 лет. И вот, когда судья был чеченцем, я просто приведу пример сейчас, а потом расскажу все это. И судья ему дал 8 лет. И тогда этот парень встал в зале суда, встал и на чеченском ему сказал: почему ты даешь мне большой срок? Что такого я сделал, чтобы ты мне дал 8 лет? Судья, повторяю, чеченец, это 2003, конец 3-го, начало 4-го годов, период это. Встав, судья встал, указательным пальцем на него указал и сказал на русском языке: из-за таких, как ты, я и такой, как я, в 96-м году был вынужден покинуть Чеченскую республику. После этого примера, после этого случая, лично я не вижу никакой разницы между первыми и вторыми. У первых не хватило духа, у вторых хватило. Вот и все. Никакой разницы я не вижу между ними. Вот, поэтому все судьи, основная масса, ну так будет правильнее всего, основная масса судей, основная масса прокуроров, это советская номенклатура еще. Это люди, которые еще в Советском Союзе учились, практику проходили, а потом до развала Советского Союза успели поработать судьями, прокурорами, следователями. Эти люди все, подавляющее большинство,
Они уехали в 96 году с России, когда последний российский сапог покинул территорию Чеченской Республики. Они буквально, образно говоря, сели на броню с этими федями и уехали в Россию. Да, Россия готовила новое вторжение. Да, Россия и даже не думала соблюдать мирный договор между нами. Россия готовилась. Соответственно, она готовила и свои кадры. В 2003 году судебно-исполнительная система, в конце 2003 года, судебно-исполнительная система начала функционировать на территории Чеченской Республики. Российская судебно-исполнительная система. Откуда появились прокуроры со стажем? Откуда судьи появились со стажем? Откуда следователи появились со стажем? Оперативные работники. Откуда все эти люди появились внезапно? Эти люди готовились, эти люди ждали своего часа, и они оторвались по полной программе. Я был в числе тех, кто был в руках у первой волны чеченцев, которые перешли на сторону России и творили весь ужас, который творился на территории Чечни. Сейчас многие могут это не помнить. Сейчас выросло другое поколение. Детям, которым было там лет, наверное, 10, сегодня уже взрослые мужчины. Вот, поэтому они не могут это помнить. А я помню, такие, как я помню. Мы знаем, как они себя вели, эти следователи. И было много случаев, когда в 2001-2002 году того или иного муджахида пленили, его пытались осудить на большой срок в сопредельных республиках, Ставрополе, Краснодар. И там ни один судья не мог ему вынести никакого приговора. Как только судебно-исполнительная система Российской Федерации начала функционировать на территории Чеченской Республики, эти парни получали вплоть до пожизненного большие срока и по сегодняшний день сидят. Поэтому думать, что эти чеченцы были белые и шелковые, это глупо. А вот эти плохие, они все одинаковые. Вот. Можно еще один пример привести из моей жизни. Следователь, который вел мое дело, уголовное дело против меня, это будет даже смешно, его, если не ошибаюсь, Гилаевские с русским обменяли на пистолет Макарова. То есть он стоил столько же, сколько Макаров пистолет. И да, он вернулся в Чечню, он творил весь ужас, который мог творить над нами. И да, ему, конечно, плохо от этого, но мы выжили, мы помним все это, мы знаем, какова его цена. Хотя, на мой взгляд, его цена намного меньше, чем пистолет Макаров. Вот и все. Вот 96-й год, вот уроки, которые 96-й год нам преподал. Вот о чем мы должны помнить. Вот, повторяю еще раз, этот день знаменателен для всех чеченцев. Неважно, на какой он стороне. Не может чеченец не радоваться сегодня, осознавая, что 26 лет тому назад Великая империя, которую весь мир боялся, была разгромлена. Ну, и армия разгромлена была. И трусливо бежала с территории Чеченской Республики. Отстамяда кылынча үшталды қалбойл Аллаху фирдоусел сваняхайши бойлыш. Сутамяла зинче дал маршалду Азербайджаша халбойла хуйлыш. Зиенаш зулумаш кылыш цухена мирненах пухаш мершнах. Цер зиенша иш иншалла мехтветтен хирду йоққаня олцо йоқа. Дела иде дагдеч виларца йоқш дуак лоуста долш. Та нохчу хируя цахица. Иншалла Аллахин лаа Аллахин и инчулгаха исандол де югадена غاسقي بوشتل هما ويمخ كذا ليدق ده مقا